3 таджикских блюда, которые приведут вас к ожирению. В это сложно поверить, но в Таджикистане тоже есть проблема ожирения. Не потому, что мы много едим, а потому что неправильно. Таджикская кухня как вкусная, так и нередко такая же вредная. К ожирению могут привести не только жирные блюда, но и то, как вы совмещаете продукты. 30 сентября на заседании правительства президент страны указал принять меры для изучения, предотвращения и лечения ожирения в рамках стратегии питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы. А мы подготовили для вас топ наших самых вкусных блюд, которые, к сожалению, являются еще и самыми жирными. Курутап. Одно из любимейших блюд таджиков, одно из самых жирных и тяжелых. Все дело в его ингредиентах. Фатир в сочетании с чакой и маслом оказывают очень большую нагрузку на пищеварение. Это создает иллюзию прилива энергии. На самом же деле, желудок просто с трудом переваривает съеденное. Не помогают даже овощи, входящие в состав блюда. Частое употребление куртоба в рационе, тем более в позднее или наоборот, слишком раннее время и приводит к откладыванию в организме лишних жиров. Плов. Хоть мы его и очень любим, тем не менее, плов тоже является тяжелым блюдом. А поедание его с лепешками или хлебом, как у нас привыкли многие, вообще превращает его переваривание для желудка в настоящее испытание. И неудивительно, ведь на 100 грамм плова с говядиной, к примеру, приходится более 210 килокалорий, а тут еще и хлеб. Также большую роль играет количество масла, использованного во время готовки. Чем больше масла, тем больше холестерина. А если после такой трапезы еще и улечься спать, проблемы с лишним весом гарантированы. Самбуса. Еще одно не менее калорийное таджикское блюдо. В 100 граммах самбусы с говядиной более 160 килокалорий. Это не означает, что нужно вообще исключить ее из рациона, но если вы хотите сохранить хорошую фигуру, то позволить себе есть самбусу можно лишь изредка. Любовь к мучным изделиям. Как уже было сказано, в Таджикистане очень любят хлеб. За присест один человек легко съедает целую лепешку. Но частое употребление мучных изделий, особенно с жирной едой, непременно откладывается в организме в виде жира. Тем, кто сидит на диете или имеет проблемы с желудком, врачи в первую очередь советуют перестать есть мучное или есть в малых количествах. Старый добрый фастфуд. Вкусный, но опасный. Его вообще не рекомендуется есть даже здоровым людям, у которых нет проблем с лишним весом. Холестерин, избыток жиров, консерванты, минусы фастфуда знают все, но отказаться от него готов не каждый. Однако, если вы бережете здоровье и фигуру, слишком часто есть бургеры и пить колу нельзя. То же самое можно сказать и о сладостях. Торты, кексы, пироги, пончики, ими также лучше не злоупотреблять.